50 объектов. Среди них Ледовый дворец Кузбасс в городе Кемерово, оздоровительный комплекс с ледовой ареной в поселке Бачатском города Белова, физкультурно-оздоровительный комплекс «Пищевик» с бассейном в Мариинске, физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснобродском городском округе, спортивный комплекс «Кузнецкий лед» в Новокузнецке. В рамках нацпроекта «Демография» региональный проект «Спорт». Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Совсем недавно в Кузбассе проходил знаковый форум «Россия. Спортивная держава». И вот теперь этот удивительный сибирский край принимает еще одно масштабное спортивное мероприятие, а именно вторые зимние международные игры «Дети Азии», на церемонию открытия которых мы вас с удовольствием приглашаем. Центром притяжения сейчас становится Ледовый дворец Кузбасс, расположенный в Кемерово. Комментатор телевизионной версии мероприятия Ольга Богословская. В сооружении площадью более 52 тысяч квадратных метров объединена инфраструктура для 24 олимпийских видов спорта. Универсальный, многофункциональный, с современной медико-восстановительной базой как для профессионалов, так и любителей. Отдельные залы оборудованы для баскетбола, мини-футбола, единоборств, тяжелой атлетики. И, конечно, организована тренировочная база для чемпионов России волейбольного клуба «Кузбасс». Олимпийский парк в Кемерове уже стал одним из любимых мест кузбассовцев, как и объекты Сибирского культурно-образовательного комплекса. Наш регион – один из 4 в России, где по поручению президента строят подобные объекты. Увидеть, как меняется Кузбасс, можно не только с высоты птичьего полета. Гостей и жителей региона в Кемерове теперь встречают в новой воздушной гавани аэропорту имени Алексея Леонова. Работы ведутся и в Новокузнецке. Заметить перемены в Кузбассе уже смогли сотни тысяч туристов. Высоко был оценен регион и экспертами в сфере туризма. На второй всероссийской премии Russian Travel Awards по итогам 2022 года Кузбасс завоевал 5 мест. Итак, дорогие друзья, мы в Кемерово на церемонии открытия вторых международных зимних игр «Дети Азии». Сами игры зародились в 1996 году и были приурочены к столетию международного олимпийского движения. За это время олимпийское движение претерпело серьезные и далеко не лучшие изменения. А вот традиция проводить игры «Дети Азии», напротив, не только не утратилась, а заметно укрепилась и даже расширилась. К летнему мероприятию прибавились зимние соревнования. Первые зимние игры были проведены на Сахалине в 2019 году. И вот теперь Кузбасс гостеприимно распахнул свои двери участникам второго по счету спортивного мероприятия. В соревновательную программу вошли 10 видов спорта, которые вот сейчас будут представлены. Подробности, безусловно, впереди. Ну и теперь я с удовольствием передам слово ведущим на арене, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Алексею Ягудину и его напарнице Наталье Литовко. Анатолий Анатольевич Серышев. Министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин. Президент Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков. Президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Владимирович Максимов. Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. Дайте мне ваши карточки.
Уважаемые гости и спортсмены, приветствуем вас в Ледовом дворце Кузбасс на церемонии открытия вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». We welcome distinguished guests and participants of the competitions at the Kuzbas Ice Palace at the opening ceremony of Children of Asia Second Winter International Sports Games. Игры принимает Кузбасс, индустриальное сердце России, край природных богатств, невероятной красоты и сильных духом людей. Впервые в истории игр состязания пройдут сразу в 4 территориях: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Таштагольском муниципальном районе. Благодарим Кузбасс за гостеприимство. We are, dear guests, in Kuzbas. This is the industrial heart of Russia, the land of natural resources, incredible beauty and strong-minded people. For the first time in the history of the Games, the 4 territories, Kemerovo, Novokuznetsk, Междуреченск, and also Tashtagolsky Municipal District will host the competition at the same time. Kuzbas, thank you for your generosity, thank you for your hospitality. Мы начинаем церемонию открытия вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Вносится государственный флаг Российской Федерации. The opening ceremony of Children of Asia Second Winter International Sports Games begins. The state flag of the Russian Federation is being introduced. Под музыку Сергея Рахманинова исполняется поэтическое произведение «Ода людям России». По широкому шагу, жесту монументальному, завидишь ты издали нашего брата и думаешь с гордостью сентиментальной, какими Россия людьми богата. Куда бы направили взор сегодня Гагарин, Рахманинов, Менделеев? Кто может быть в мысли сильней, свободней того, кто в своем понимает деле? Для них привычны спорт и нагрузка. Для них над собой труд, судьба, опора. Лишь воля спортсмена, не сила мускул, способна великие двигать горы. Повезло тому, кто учителя встретил настоящего на своем веку. Он творит умы новых десятилетий, ключ находит к ученику. Богатство земли освоить непросто. Вглубь спускаются сильные люди. Лишь те поднимаются мыслью к звездам, кто родину нашу всем сердцем любит. Смотри, здесь работают неустанно, сталь закаляют в огне упорно. В раскаленной печи из руды первозданной металл обретает живую форму. От лучших открытий цветут растения. В химических новшествах море граций и молекулярного совпадения. Вся жизнь, как химическая реакция. Это призвание, это возможность, в которую многим с трудом и верится. Врачи, как ангелы, могут тоже подарить человеку новое сердце. Чего мы достичь можем вместе держась? Представьте хотя бы на миг и в прошлых веках, и тогда, и сейчас Россия богата людьми.
выдающиеся кузбассовцы, представители разных профессий. Тренер спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике имени Савенкова, олимпийский чемпион Вячеслав Иваненко. Учитель физической культуры средней общеобразовательной школы номер 93. Почетный работник образования Российской Федерации Святослав Моисеев. Машинист горно-вымоечных работ шахты Котинская, герой труда Российской Федерации Владимир Мельник. Слесарь-ремонтник коксового и коксохимического оборудования ПАО «Кокс», заслуженный металлург Российской Федерации Владислав Бельвенцев. Эксперт Кемеровского акционерного общества «Азот», герой Кузбасса Анатолий Шумихин. Главный врач Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн, отличник здравоохранения Российской Федерации Андрей Иванов. Звучит государственный гимн Российской Федерации. The national anthem of the Russian Federation.
присутствием спортсменов из 12 стран. And now, ladies and gentlemen, let's welcome athletes from 12 countries. Через несколько мгновений мы с вами встретим юных спортсменов, чьи первые победы для многих будут одержаны здесь, на Кузбасской земле. And just in a few moments, we will meet young athletes whose first victories will be won here in Kuzbas. Самым младшим спортсменам игр 12 лет, и они уже готовы покорять вершины и ставить рекорды. The youngest athletes of the games are only 12 years old, and they are already ready to win and to set records. Встречаем спортсменов вторых зимних международных игр «Дети Азии». And now we meet the athletes of the Children of Asia second Winter International Games. Республика Армения. Итак, друзья, парад флагов или парад спортсменов, так его еще называют, все соответствует крупным международным соревнованиям, такие как Олимпийские игры и вторые зимние игры «Дети Азии». Это тоже весьма масштабное мероприятие, а потому все атрибуты представлены здесь. Ну и, конечно же, парад флагов. Представители 11 зарубежных стран проходят сейчас в этом параде, а также будут представлены 8 команд из Российской Федерации. Ну и немного истории. Как мы уже сказали, в 1996 году были проведены первые игры. Тогда они были только летними, были организованы в ознаменовании столетия современного олимпийского движения. А инициатором этого мероприятия стал первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Николаев. За 27 лет в играх приняли участие более 10 тысяч спортсменов из России и более чем из 30 стран Азии. Ну и, конечно же, для многих ребят эти игры стали эдаким международным трамплином в большой спорт. Соревнования проводятся по олимпийской программе, по олимпийскому регламенту каждые 4 года. И вот в 2016 году было принято решение, а почему бы не разграничить летние и зимние игры и не провести зимние соревнования. Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» прошли в 2019 году, как я уже сказала, в Южно-Сахалинске. А вот 19 декабря 2020 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов подписали соглашение о проведении вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Кстати сказать, соревнования уже начались, как часто бывает, когда крупные соревнования не укладываются в регламент, начиная от церемонии открытия. Идет уже хоккейный турнир. И я, конечно же, вас познакомлю с теми видами спорта, которые представлены здесь в спортивной программе. Но надо сказать, что впервые в истории состязания примут сразу 4 территории, как подчеркнули ведущие на арене. Это Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Таштагольский муниципальный район. Итак, участниками этих престижных международных соревнований станут около 1000 спортсменов. И в программу входят 10 зимних видов спорта. Это лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд,
горнолыжный спорт и волейбол на снегу. Впервые в истории пройдут демонстрационные соревнования по компьютерному спорту. Ну и, конечно же, в преддверии церемонии открытия прошла эстафета огня игр. Она побывала в различных местах Кузбасса. И сегодня мы с вами увидим церемонию сожжения огня. Вы на экране видели медали, как они выглядят. Они выполнены из латуни с покрытием и полировкой. Форма круглая, с выступающими элементами, которые повторяют контуры логотипа игр. И, кстати сказать о логотипе. Он претерпел некоторые изменения. Это стильный, современный, лаконичный, уважающий традиции, новый логотип Международного комитета «Дети Азии». Логотип представляет собой визуализацию соединения ключевых букв названия организации. Это Sea, Children и A, Азия, которые образуют символ бесконечности, обозначающий движение к лучшему будущему через развитие детского и юношеского спорта. Ну а в центре логотипа располагается солнце, олицетворяющее объединение азиатских стран в рамках спортивных состязаний, а также источник силы и энергии через воспитание и развитие спортивного духа молодежи. Цвета знака синие и зеленые, связанные с палитрой официального флага Якутии, родины игр, а также символизируют цвета сезонов проведения игр. Так и голубой или синий символизирует проведение зимних игр, ну а зеленый, соответственно, летних. Для сохранения преемственности учтены цветовые решения и формы предыдущего логотипа. Самое главное, чтобы все те спортсмены, которые принимают участие в этом празднике спорта надолго, запомнили ту атмосферу. Ну а теперь я перечислю, идут команды из Российской Федерации, я перечислю, где и какие виды спорта будут проходить. Итак, лыжные гонки в Кемерово, там будут разыграны 7 комплектов медалей. Конькобежный спорт также в Кемерово 12 комплектов наград, самое большое количество. В целом же 57 комплектов наград будут разыграны на играх, на вторых зимних международных играх «Дети Азии». Шорт-трек в Кемерово 9 комплектов медалей. Хоккей будет проходить в Новокузнецке. Сноуборд и фристайл в Таштагольском районе. В сноуборде 7 комплектов наград, во фристайле 2 комплекта медалей. Горнолыжный спорт Междуреченский, и там будет разыграно 9 комплектов наград. Фигурное катание на коньках будет проведено в Новокузнецке, 2 комплекта медалей. Керлинг в Кемерово, также 2 комплекта наград. Прыжки с трамплина в Междуреченске, 3 комплекта медалей. Ну и, как мы сказали, есть уникальные виды. Это волейбол на снегу в Таштагольском районе. 2 комплекта наград будут разыгрывать спортсмены. Ну и также киберспорт. Эти соревнования пройдут в Кемерово. Вы, наверное, дорогие друзья, обратили внимание на талисман этих игр, и им стал рысенок Тихоня. Почему Тихоня? Вроде бы такие громкие спортивные мероприятия, и вдруг Тихоня. Ну, потому что в тайге не принято шуметь. Он быстрый, но ступает очень тихо по хрустящему снегу на мягких лапах, не нарушая тишину тайги. Ну и я уже упомянула об эстафете огня игр. 22 января
23 года, говорю по этапам, в Якутске. С 24 января огонь переместился в Новокузнецк. 2 февраля он прибыл в Шерегеш, 10 февраля в Междуреченск и 25 февраля, то есть сегодня, он прибудет в Ледовый дворец Кузбасс, где и проходит церемония открытия. Ну и, конечно же, как не упомянуть о знаменитых спортсменах, которым игры «Дети Азии» дали настоящий старт в их прекрасное спортивное будущее. Это олимпийские чемпионы, дзюдоист Арсен Галстян. Это дзюдоист Тушинбаяр Найдан. Боксер Бадан Уган Энхтабатын, гимнастка Дарья Дмитриева, конечно же, Виталина Бацарашкина, представительница пулевой стрельбы. Она победила на играх «Дети Азии» в 2012 году, ну а потом стала двукратной олимпийской чемпионкой Токио 2020 в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета. Ну и серебряный призер Олимпийских игр 16 и 21 годов. Громче, друзья, не жалеем ваши ладошки, громче! Уральский федеральный округ. Ural Federal District. Ну и церемония парада флагов или парад команд, она подходит, конечно, своему логическому завершению. И спортсмены, представляющие Кузбасс, будут замыкать это шествие, как всегда это бывает на крупных международных соревнованиях. И только победы мы желаем вам! Конечно же, спортсмены в преддверии соревнований находятся сейчас в очень хорошем состоянии, внутри моря адреналина. Вот он, маскот игр, крупным планом на ваших экранах. И мы, конечно, пожелаем им удачи. Мы знаем, что Кузбасс не только индустриальное сердце, угольное сердце России. Кузбасс богат спортсменами, богат успешными спортсменами. Мы приветствуем вас и желаем удачи на родной кузбасской земле. И ваши многочисленные победы, в первую очередь, конечно же, зависят от вас, уважаемые спортсмены, но и также от вас, уважаемые зрители. Ваша поддержка нужна. А еще от кого зависит победа? Мы отдельными аплодисментами встречаем команду судей вторых зимних международных игр «Дети Азии». And now we meet the judges of the Children of Asia's second Winter International. Ну и, конечно же, целая армия судей будут обслуживать это мероприятие. И впереди у нас клятвы. Еще одна традиция проведения масштабных мероприятий. И от судейского корпуса тоже клятвы будут произнесены. Ну и, конечно же, целая армия волонтеров, таких бессеребренников, которые помогают разобраться во всех хитросплетениях, помогают спортсменам, участникам этих игр сориентироваться. Разные просьбы поступают к волонтерам. Естественно, они оказывают полное содействие. И, безусловно, главная задача, чтобы каждый спортсмен вовремя прибыл на свои соревнования. Ну и, конечно же, показал максимальный результат. Sports Games.
Ваша поддержка очень важна, уважаемые волонтеры. Спасибо, человеческое вам спасибо. Вы только посмотрите, какое огромное количество волонтеров. Именно они помогают создавать этот праздник. И не только создавать, но и провести его на самом высочайшем, на самом профессиональном уровне. Поэтому каждому из вас мы говорим отдельные только слова благодарности. Волонтерский труд в наше время действительно очень важен. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо, волонтеры! Дорогие зрители, поддержим волонтеров все вместе. Спасибо вам! И вновь ваши аплодисменты не только волонтерам, но и всем спортсменам, которые заняли свои места на трибуне. Аплодисменты, конечно, всем участникам парада, а также тем, кому предстоит в эти дни беспристрастно оценивать наших спортсменов. Как мы уже говорили, судейский корпус. Впереди у всех упорные дни соревнований, и ваша поддержка, поддержка каждого из вас – это уверенный настрой на победу. Applause to all the participants of the parade, as well as to those who will impartially evaluate our athletes these days. The Judicial Corps. Everyone is having hard days of the competition ahead, and your support is an inspiration to win. Наша спортивная держава приветствует каждого из вас, а Кузбасс, угольное сердце России, широко раскрывает двери тем, кто стремится к новым рекордам, тем, кто не боится преград и достигает побед, несмотря ни на что. Наши сердца бьются вместе с вами в особом ритме спорта. Our sports land welcomes you, and Kuzbas, the whole heart of Russia, opens its doors wide to those who strive for new records, to those who are not afraid of obstacles and achieve victories no matter what. Our hearts are beating together with you today in a special rhythm of sports. И мы говорим каждому из вас: добро пожаловать в Россию, добро пожаловать в Кузбасс. Welcome to Russia. Ladies and gentlemen, welcome to Kuzbas. Ну и специальный номер, который называется «Стадион моей мечты».
стадион моей мечты. Одержимость, путь к победе, спорта нет без красоты. Жажда счастья, жажда рекорда и борьбы в прекрасный миг. Мастера большого спорта учат рыцарству других. Грандиозной, переполненным сердцам, слава детским виртуозам, вдохновенным мастерам. Гордый свет имен легендарных, блеск характера стальных. Пусть пока и нету равных, мы равняемся на них. Здравствуй, стадион, где мечты состязаются. Здравствуй, стадион, где рекорды сбываются. Нам с тобой вручен этот мир солнечной радости. Спорт отвагой рожден, вся страна — это наш стадион. Нам с тобой вручен этот мир солнечной радости. Спорт отвагой рожден, весь Кузбасс — это наш стадион. Состязания в покорении новых вершин и, конечно, новых рекордов. This sports power of the country is separate in the competition. It conquer new peaks, setting new records. Трибуны Кузбасса рукоплещут смелым, сильным и целеустремленным. Ваши аплодисменты! Today, the stands of Kuzbas are applauded to brave, strong and purposeful. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Анатольевич Серышев. Plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation in the Siberian Federal District, Anatoly Seryshev. Сегодня, здесь и сейчас, на земле Кузбасса, всем нам здравствуйте! Оглашается текст приветствия президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Участникам и гостям вторых международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Дорогие друзья, сердечно приветствую всех присутствующих спортсменов, тренеров, судей, волонтеров и почетных гостей торжественной церемонии открытия вторых международных зимних спортивных игр «Дети Азии». «Дети Азии» – один из интересных и успешных проектов в сфере детского и юношеского спорта, объединяющий на своих площадках талантливых, увлеченных ребят из разных регионов России и ряда азиатских стран. В нынешнем году эти престижные соревнования принимает Кузбасс, который по праву славится сложившимися спортивными традициями, красотой и мощью сибирской природы, радушием и гостеприимством жителей. Уверен, что вторые международные зимние спортивные игры «Дети Азии» пройдут на самом высоком организационном уровне, станут настоящим праздником спорта, творчества и дружеского общения. И, конечно,
предоставят юным участникам отличную возможность познакомиться с историей и достопримечательностями Кемеровской области. Желаю всем удачи и всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. Благодарим вас, Анатолий Анатольевич. Слово министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцыну. And now Minister of Sports of the Russian Federation, Oleg Vasilyevich Matitsyn. Добрый вечер, дорогие друзья. От имени правительства Российской Федерации приветствую участников, организаторов и гостей вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», собравшихся в одном из крупнейших спортивных комплексов Сибири – Ледовом дворце Кузбасс. Всего в празднике спорта примут участие более 800 юных атлетов из 8 субъектов Российской Федерации и 11 зарубежных стран. Выражаю благодарность делегациям иностранных государств за неизменность решения об участии в международном празднике в Кемерово. Желаю юным спортсменам максимально раскрыть свой потенциал, проявить силу воли и характер в честной спортивной борьбе. Уверен, международные игры откроют новые вена талантливых ребят и внесут свой вклад в развитие детско-юношеского спорта и укрепление международного спортивного сотрудничества. Искренне желаю участникам соревнований ярких выступлений, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко. Позвольте от себя лично выразить признательность правительству Кузбасса, жителям Кемеровской области за создание теплой атмосферы праздника. Хочу пожелать спортсменам доброй, честной борьбы и, конечно, побед. С праздником! Спасибо! Благодарим вас, Олег Васильевич. Слово президенту Олимпийского комитета России Станиславу Алексеевичу Позднякову. And now the president of the Olympic Committee of Russia, Stanislav Poznyakov. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Кузбасс. От имени Олимпийского комитета России я приветствую вас на открытии вторых зимних международных игр «Дети Азии». На протяжении 10 дней наши спортсмены будут соревноваться в великолепных условиях на замечательных спортивных объектах Кузбасса. И я уверен, что они по достоинству оценят спортивную инфраструктуру региона. Я уверен, что спортсмены увезут отсюда не только россыпь медалей самого разного достоинства, но увезут в своем сердце новые знакомства, увезут новые друзей. А это самая главная составляющая этих игр. Безусловно, главные олимпийские принципы – дружба, стремление к совершенству и уважение к сопернику – являются основными и главными для каждого олимпийца. И вы после соревнований действительно уедете большой олимпийской семьей. Я хочу поблагодарить Международный комитет «Дети Азии» и организаторов игр за столь бережный подход к детско-юношескому спорту. И давайте все вместе, как об этом желал основатель современного олимпийского движения барон де Кубертен, хоть немного, но сделаем посредством спорта этот мир лучше. Удачи! Благодарим вас, Станислав Алексеевич. Слово президенту Международного комитета «Дети Азии» Владимиру Владимировичу Максимову. And now the president of the Children of Asia International Committee, Vladimir Maximov. Дорогие друзья, добро пожаловать в сердце Сибири, добро пожаловать в Кузбасс, добро пожаловать на вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Рад приветствовать на сибирской земле юных спортсменов азиатского континента.
Впереди вас ждут насыщенные дни. Будет много встреч и знакомств. Пусть эти дни будут наполнены яркими эмоциями, незабываемыми впечатлениями и высокими спортивными результатами. Вы уже главные в своих видах спорта, и совсем скоро мы узнаем имена сильнейших. Впервые в истории игры принимают 4 территории. У гостей и участников будет уникальная возможность увидеть и почувствовать многообразие и красоту Кузбасса, ощутить непередаваемую атмосферу древней сибирской земли, где так причудливо сплелись судьбы и истории более сотни разных народов. И сегодня это главное достояние Кузбасса. Кузбассовцы провели огромную подготовительную работу, благодаря которой сегодня здесь стартует один из главных спортивных проектов на азиатском континенте для детей и юношества. Кузбасс принимает соревнования международного уровня, наследием которых станут спортивные объекты и опыт организации мультиспортивных мероприятий. Уверен, что тысячи участников и гостей оценят потенциал Кузбасса как центра спортивных достижений и активного отдыха. Хочу сказать спасибо каждому, кто вместе с нами готовился к проведению вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» и сделал все возможное, чтобы наш праздник детского спорта вошел в летопись олимпийского движения. Отдельные слова благодарности и признательности нашим главным помощникам, волонтерам. Ваша искренность, и безграничное стремление помочь ближнему – основа той созидательной энергии, которая способна творить чудеса и преодолевать все трудности. Ваш энтузиазм, трудолюбие и оперативность – важная часть работы оргкомитета. Благодарим и верим, что вы с нами навсегда. Совсем скоро факелоносцы внесут огонь игр, добытый ударом кресала о кремень, на священной земле народа Саха. Место, где 27 лет назад зародились игры. Сегодня «Дети Азии» объединяет тысячи спортсменов азиатского континента. Мы помним истории всех наших победителей, болеем за них в большом спорте, на самых престижных стартах мира. «Дети Азии» – это не только спортивный, но и важный культурный проект. Участники и волонтеры игр открывают для себя многообразие окружающего мира, учатся ценить и понимать своеобразие разных культур, традиций. Пусть игры «Дети Азии» в Кузбассе станут для атлетов началом побед и останутся в сердце каждого настоящим праздником спорта и дружбы. Спасибо. Благодарим вас, Владимир Владимирович. Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. And now, dear friends, let's welcome the governor of Kuzbas, Sergei Civilov. Дорогие участники и зрители вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Кузбасс не только мощный индустриальный промышленный центр, не только индустриальная опора нашей страны. Кузбасс осваивали, строили и живут только сильные и смелые люди. Поэтому в Кузбассе спорт был всегда в почете. Благодаря заслугам наших спортсменов и жителей Кузбасса, Кузбасс считается одним из лучших спортивных регионов Российской Федерации. Мы строим у нас традиционную для России спортивную систему подготовки наших спортсменов, начиная от дворового тренера, спортивных объектов круглосуточной работы и спортивных объектов высочайшего мирового уровня. Для каждого нашего ребенка, живущего в Кузбассе, предоставлены прекрасные условия для занятия спортом, для развития своей личности. Сегодня к нам приехало более 1000 спортсменов. Они будут участвовать
в этих незабываемых спортивных играх. И я уверен, после этих игр все наши спортсмены станут друзьями и на всю свою жизнь пронесут теплое отношение к Кузбассу и к своим новым друзьям. Я желаю всем спортсменам спортивной удачи и успехов, а зрителям, болельщикам насладиться прекрасным спортом, прекрасными нашими детьми. Потому что главное у всех народов, живущих на нашей планете, это дети. Это наше богатство. И сегодня они будут нас радовать своими спортивными успехами. С праздником, дорогие друзья! С праздником! Благодарим вас, Сергей Евгеньевич. Выносится флаг Международного комитета «Дети Азии». The flag of the Children of Asia International Committee is being introduced. Флаг выносят спортсмены из Кузбасса, чемпион и призер 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» 2022 года в городе Владивостоке по легкой атлетике. Чемпион Сибирского федерального округа, чемпион всероссийских соревнований по легкой атлетике в многоборье. Кемеровчанин Марк Асмус. Призер первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» 2019 года по фигурному катанию на коньках. Чемпионка и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020. Мастер спорта России по фигурному катанию на коньках Ксения Синицына. Кузбасская спортсменка, чемпион и призер 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» 2022 года во Владивостоке. Неоднократный призер чемпионата Сибирского федерального округа, победитель первенства Сибирского федерального округа, неоднократный финалист первенств Российской Федерации, призер всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, член сборной команды Российской Федерации, новокузнечанка Ариадна Панчук. Участник третьих международных спортивных игр «Дети Азии» 2004 года по боксу. Участник Олимпийских игр 2008 года в Китае, в Пекине. Чемпион мира 2013 года. Чемпион Азии 2013 года. Чемпион мира среди военнослужащих. Лучший боксер Азии 2013 года. Спортсмен года 2013 года в Казахстане. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Заслуженный тренер Республики Казахстан. Мирей Акшов. Чемпион 5-х международных спортивных игр «Дети Азии» 2012 года по плаванию. 4-кратный чемпион первых европейских игр 2015 года. Чемпион всемирных военных игр. 2-кратный чемпион мира. 2-кратный чемпион Европы. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров брасом. Рекордсмен мира на дистанции 200 метров брасом. Заслуженный мастер спорта России Антон Чубков. Чемпионка 4-х международных спортивных игр «Дети Азии» 2008 года по художественной гимнастике. Чемпионка, а также серебряный и бронзовый призер летней универсиады 2017 года в Тайбэе.
Серебряный и бронзовый призер летней универсиады 2019 года в Неаполе. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира 18-19 годов в команде. Чемпионка Европы 18 года в команде. Олимпийская чемпионка 2020 года. Заслуженный мастер спорта России Лилия Ахаимова. Звучит гимн международных спортивных игр «Дети Азии». And now the anthem of the International Sports Games, Children of Asia. Одна из главных ценностей Международного комитета «Дети Азии» – это развитие, поддержка и продвижение детского спорта. Участники и призеры игр уже больше четверти века выступают и завоевывают награды на самых престижных соревнованиях. The Children of Asia International Committee has the mission of developing, supporting and promoting children's sport. The participants and winners of the games have been successfully performing at the prestigious competitions around the world for more than a quarter of century and have won many honorary awards. Игры «Дети Азии» становятся площадкой для взлета новых звезд мирового спорта. Участников игр приветствуют российские космонавты. The games Children of Asia are a takeoff point for new stars of the world sport. And today Russian cosmonauts welcomes Jan Eflis directly from the orbit.
российские члены экипажа экспедиции МКС-68, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина приветствуем вас с борта Международной космической станции. И поздравляем вас с открытием вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе. Ваше участие в спортивных состязаниях – это огромная заявка о своей активной жизненной позиции в формировании здорового образа жизни, желание двигаться вперед и добиваться поставленных целей. Благодаря играм вы можете вместе не только пережить незабываемые эмоции и ощущения, которые сохранятся в памяти навсегда, но и активно отдохнуть, набраться сил, здоровья, укрепить спортивные традиции. Хотим пожелать участникам игр неиссякаемой энергии для достижения поставленных перед собой высот и готовности бороться за результат. Будьте целеустремленными, верьте в свои силы, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Успехов, побед и новых рекордов. Уверены, ваш труд и талант обязательно приведут к заветной мечте. Дети Азии не только готовят юных спортсменов к будущим взрослым достижениям, но и учат пониманию и поддержке. На играх участники из разных стран знакомятся и обретают крепкую дружбу на всю жизнь. The children of Asia prepare young athletes for the future adult achievements, as well as teach them to understand and support each other. Participants of the games from different countries get acquainted and become friends forever. На играх учатся взаимопомощи, преодолению трудностей и, конечно, воле к победе. Об этом ледовое шоу «Взлетая к победе». The participants of the games learn to help each other, overcome obstacles and strive to the victory. The ice show Soaring to the Victory is about this. Итак, нас ждет театрализованное шоу, где главными героями будут, конечно, дети. Представители тех видов спорта, которые вошли в программу нынешних игр. Они безмятежно катаются на тюбинках, но попадут в перевернутый мир. Ну а для того, чтобы вернуться в реальность, им предстоит пройти некий квест и обрести сверхкачество. Ну а проводником станет талисман игр «Рысенок Тихоня». Пройти невероятные испытания и преодолеть крутые повороты. Что за... Лера? Ну ничего себе. А с вами что произошло? Ты на себя посмотри. А мне прикольно. О, еще один. Ну ты прям гладиатор. Так, спокойно, я совсем разберусь. И как же интересно ты это сделаешь? Слушайте, нас заколдовали. Что за глупости? Так, все слушайте меня. Нет, лучше меня. А это что за зверь? Это Рысенок Тихоня, талисман детей Азии. Все так, Василиса. И я здесь, чтобы спасти вас. Это перевернутый мир. Чтобы выбраться из него, нужно пройти 5 уровней. Да это бред. А это же розыгрыш, да? Слушайте, это сказка. Да нет, это, наверное, какой-то квест. Это параллельная реальность. Если не пройдете уровни, останетесь здесь навсегда. Мы что, персонажи игры? Да, а это ваши способности. Теперь все про всех ясно. Гладиатор с виду такой суровый, а на самом-то деле трусоват. Ты поэтому все время молчишь. Ты на себя посмотри. А я про себя все знаю. Настойчивость 5. Это они еще завысили. Доброжелательность. Да кому она нужна в спорте? А у меня ее много. Значит, соревнования не для меня? Да не слушай его. У меня доброжелательности тоже много.
Да может, со Славой поделиться? Делиться нельзя. Ваша задача – прокачать самое слабое качество и открыть сверхспособность. Понятно? Ну, так. Да походу разберемся. Нужно спешить. Первый уровень – Стражи Льда. Здесь обитают Стражи Льда, и их предводитель – Верховный Страж. Задача – пересечь озеро. Кто готов? Скажите, я в игре! Я в игре. Ну вот он, конькобежец, выскочка, который, не понимая, что его ждет впереди, вызвался преодолеть первое препятствие. И вроде все гладко и безмятежно, но не так просто. Конькобежец вроде освоился, но перед ним возникли Стражи Льда. Правда, стражи сейчас не замечали конькобежца, а готовились к встрече Верховного Стража. Задача у конькобежца – это пересечь озеро. Ну, давайте посмотрим, что его ждет, какие испытания. Вот он, Верховный Страж. Я думаю, что все наши телезрители узнали, кто исполняет роль Верховного Стража. Это двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
вот Верховный Страж увидел конькобежца. И для того, чтобы тот не пересек озеро, он делает трюк и извергает огненную лаву. Задача у конькобежца пересечь это озеро, несмотря на огненную лаву, и получить сверхспособности. Ты потратил игровую жизнь и не открыл сверхспособность. Если уж он не справился, то у нас точно не получится. Не паникуй раньше времени. Ребята, просто постойте в сторонке, а я все пройду. Сам отойди в сторонку. Все тоже хотят поучаствовать. Я не уверена. Каждый должен пройти уровень. И следующий — мир белых титанов. Итак, конькобежец преодолел свой уровень, но не получил сверхспособностей. Мячи падают с неба. Ты же играешь в снежный волейбол. Почему ты еще не там? Ну, я в игре. Погоди! Хватит командовать. О, не мой заговорил. Это белые титаны. Задача их обыграть. Обескураженная фигуристка появляется на арене. Она вскрикнула и закрыла лицо руками. Белые титаны. Так называется этот эпизод. И вот они появляются на арене. Она отступает. Давай, все получится. Спортсменка представляет волейбол и видит огромный мяч. Кидай ты уже этот мяч. Ей нужно переиграть белых титанов. Мы видим, что она бросила мяч, и появляется вторая волейболистка, потом третья, четвертая, пятая. Ну а титаны остановились и озадаченно смотрят на то, что там происходит. На сцене появилась целая команда волейбольная.
волейболистки низкая самооценка. Ей надо ее повысить, получив суперкачество. Ну что, это победа! Сверхспособность открыта. Вера в себя. Поздравляю! Ты обрела сверхспособность. Да что она такого сделала? У меня задание было сложнее. Она поверила в себя. Вау, это было так круто! Я хочу пройти еще один уровень. Тихоня сказал, что каждый должен пройти по уровню. Да, и поскорее, пока нас не остановили. 3-й уровень. Скай Фантомы. Как красиво. Она в игре. В игру вступает фигуристка, но подтолкнул ее на это сноубордист, который сказал: она в игре. Ой-ой, я не думал, что сработает. Чем ты думал? Ты ее подставил. Парни, хватит, смотрите. И вот мы видим, как в небе появились скай-фантомы. Они начали кружить над фигуристкой. Надо что-то делать. Я в игре. Сноубордист отправляется на помощь фигуристке своей коллеге. И он должен помочь одолеть скай-фантомов. Она сейчас бессильна что-либо сделать и, конечно, рассчитывает на крепкую мужскую руку и сильное плечо. Он пытается ей помочь, но не получается пока.
сноубордисту в качествах не хватает настойчивости, а фигуристке силы духа. И вот, наконец-то, получилось. Сноубордист одолевает Скай Фантомов и спасает фигуристку. Прости, что так получилось, я не хотел. Меня еще никогда не спасали из лап чудовищ. Это было как в сказке. А ты, между прочим, открыл сверхспособность. Сверхспособность открыта. Упорство. Я супергерой, настойчивый и крутой. Выпендрежник. Не лезь не в свои дела. Не, Супермен. И у Василиса открылась сверхспособность. Ведь вы справились вместе. Воля к победе. Нам надо спешить. Чтобы успеть к зажжению огня? Да. И чтобы не столкнуться кое с кем. Уровень 4. Хоккей без правил. Арена превращается в хоккейную, а это группа болельщиков. А точнее, болельщиц. И вот хоккейная команда, взрослая, готовится к поединку. К ним присоединяется детская сборная по хоккею. Задача выиграть матч и получить кристалл. Эй, гладиатор, твой выход. Я передаю ход. С ума сошел, я правил не знаю. А я и знать не хочу, там дерутся. Слушай, это кажется страшным, но в игре такой драйв. Даже если ты проиграешь, это ничего. Я свой уровень точно провалю. Расслабьтесь, это всего лишь игра. Ну, давай уже, или опять онемел. Я в игре. Это хранитель кристалла. Его роль играет Александр Плющенко. Ну что, звучит свисток. Хоккейный поединок начинается. Мы видим хоккейные ворота появляются на нашей арене. Но это все не как в обычном хоккее. Видите, ворота перемещаются, и очень трудно в них попасть.
решимость. Поздравляю! Это было так классно! Игра века. Хорош. Ну да, норм выступил. Вы достигли последнего, 5-го уровня. Это перевернутый мир. Да, перевернутый мир — это следующий эпизод. Кристалл Задача в руках. поместить кристалл в центр, чтобы вернуться в наш мир и снова стать собой. С собой? А я уже привык быть супергероем. Все прошли по уровню. У нас нет времени, никуда не успеем. Кидай кристалл. Я в игре. Еще одна задачка не из легких. Кристалл-то в руке. Но что делать с этим кристаллом? Кто подскажет, кто поможет? Надо найти решение. Кристалл начал движение, но их еще 5, а у нас так мало времени. Надо помочь. Я в игре. Я с тобой. Я тоже. Я. Итак, в игре все. Фигуристка, сноубордист, волейболистка, хоккеист. Ты обрел сверхспособность. Сверхспособность открыта. Командность. Но поторопитесь. Не успели. Возвращения не будет. Это владычица перевернутого мира кристаллиста. Бегите! Заморозить. Они останутся здесь навсегда. Несносная кошка. А ты убирайся. Хранитель. Как ты мог отдать кристалл чужаку? Забери его сейчас же. Отпусти их! Ты разве не помнишь, как сама выступала? И потерпела поражение. Какой позор. Я скрываюсь здесь леденее от стыда. А ты просишь отпустить их, чтобы они побеждали? Наивный котенок. Хранитель! Это же ты спрятал кристалл в лесу в надежде, что его найдут и развеют чары. Мы знаем, кто может сделать это. Нужно лишь открыть кристалл. Не сметь отдать его мне. Ты в силах все изменить, Хранитель! Действуй! Хранитель поднимает кристалл, и звучит прекрасная музыка. Прекрасная далеко. И кристаллиста меняется в лице. В этой маленькой девочке она узнает себя прежнюю. Соло маленькой девочки, маленькой фигуристки. И лицо кристаллицы начинает оттаивать. Сердце кристаллиста оттаяло от воспоминаний своего детства. Вы сможете вернуться на игры. Осталось лишь привести в движение кристаллы. Хранитель, действуй! Надо собрать пазл, надо вставить кристалл в центр.
пазл собрался, и кристалл встает на свое положенное место. Спасибо, хранитель. Прощай, кристаллиста. Мы возвращаемся. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вера в себя, упорство, решимость, командность и воля к победе вернули ребят в нашу реальность. Ну и теперь нам осталось дождаться появления наших героев в реальном мире. Вот они! Думаю, они есть у каждого спортсмена. Просто их нужно выкрутить на 100%. Можно? Я тебе дам телефон, я у тебя заберу потом. И они помогут вам, в какой бы дисциплине вы ни находились. Горные лыжи, прыжки с трамплина, лыжные гонки, киберспорт, фристайл, керлинг. Конькобежный спорт. Снежный волейбол. Сноуборд. Хоккей. И главное, мы стали друзьями. Да, кто бы мог подумать, но это случилось. Это так здорово. Чтобы одержать победу в серьезных испытаниях, нужно узнать, кто ты на самом деле, в чем твоя сила, и обрести друзей, которые всегда будут рядом. И это самое ценное. А теперь время зажечь огонь на церемонии открытия вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Спортсмены и артисты, шоу «Взлетая к победе». Once again, let's say thank you so much for athletes and artists of the ice show soaring to the victory. Почетное право для торжественной клятвы от имени спортсменов вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» предоставляется участнику международных спортивных игр «Дети Азии», спортсменке спортивной школы Олимпийского резерва Кузбасса по зимним видам спорта, призеру первенства России по лыжным гонкам Виктории Ефимовой. The right for the solemn oath on behalf of the athletes of the Children of Asia, second Winter International Sports Games, is granted to the participant of the International Sports Games, Children of Asia, the athlete of the Sports School of the Olympic Reserve of Kuzbas in winter sports, the winner of the Russian Championship in cross-country skiing, Виктория Ефимова. Слово для торжественной клятвы предоставляется главному судье вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», кузбассовцу, серебряному призеру зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трехкратному серебряному призеру чемпионатов мира, призеру этапов Кубка мира и чемпионата мира среди молодежи, заслуженному мастеру спорта Александру Бессмертных. The award for the solemn oath is given to the chief judge of the Children of Asia's second Winter International Sports Games, Kuzbas, silver medalist of the 2014 Winter Olympic Games in the relay, three-time silver medalist of the World Championships and medalist of the World Cup and the World Championship, honored Master of Sports, Alexander Bessmertner. От имени всех спортсменов вторых зимних международных игр «Дети Азии» я обещаю, что мы будем участвовать в этих играх, уважая и соблюдая все правила, по которым они проводятся.
в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд. От имени всех судей и официальных лиц обещаю, что мы будем выполнять свои обязанности на вторых зимних международных спортивных играх «Дети Азии» с полным беспристрастием, соблюдая и уважая правила проведения соревнований во имя спортивного духа. А вы знаете, друзья, это даже мило, что Вика немножко сбилась. Это показывает ее искренность. Эстафету огня вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Новокузнецк стал первым, встретил главный символ игр. Спортсмены пронесли огонь по центральным улицам через важные достопримечательности. On January 24th, Kuzbas took the touch relay of the children of Asia Winter International Sports Games. The main symbol of the games arrived in Novokuznetsk. It was carried through the central streets through important sites. Затем огонь отправился в Таштагол и Шерегеш, проследовал до Междуреченска и прибыл в Кемерово. Вспомним, как проходила эстафета. The fire visited Tashtagol, Sheregesh, Междуреченск and arrived in Kemerovo. And now, ladies and gentlemen, let's see how the relay was held. Эстафета огня игр и как она проходила, в каких местах побывал огонь. Вот об этом видеоряд и этот ролик. Стартовала эстафета в Якутске, потом Новокузнецк, Шерегеш, Междуреченская. И вот сейчас огонь уже прибыл сюда, в Кемерово. И посетит Ледовый дворец. Огонь международных спортивных игр «Дети Азии» в Ледовом дворце Кузбасс. And now, dear friends, please attention, because the fire of the children of Asia International Sports Games already in this palace, in Ice Palace, Kuzbas. Огонь вносит двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, десятикратный чемпион России Евгений Плющенко. Огонь принимает бронзовый призер 14-х Олимпийских игр, мастер спорта СССР, международного класса по конькобежному спорту Наталья Григорьевна Шиве.
дальней дистанции огонь несет трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатор Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, герой Российской Федерации Александр Александрович Карелин. Ну а вот такой момент всегда держится в секрете, кто же будет зажигать чашу. Но мы уже с вами все, дорогие друзья, увидели. Огонь вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» зажигают. Серебряный призер финала всероссийских соревнований по конькобежному спорту, победитель межрегиональных соревнований Виктория Федорова. А также трехкратная олимпийская чемпионка, четырехкратный призер Олимпиады, 14-кратная победительница чемпионатов мира, президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России, кандидат педагогических наук Елена Валерьевна Вяльбе. Огонь игр зажжен! Слово предоставляется губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву. And now the floor is given to the governor of Kuzbas, Сергей Цивилев. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» объявляю открытыми! Трудности преодолев, ты станешь еще сильнее. Проявишь упорство и силу, что в сердце огонь пробудил. Ну и, дорогие друзья, финальный номер, который исполняет Александра Трусова, серебряный призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы. Ну что, друзья, итак, вторые международные зимние игры «Дети Азии» открыты. А впереди еще неделя бескомпромиссной борьбы. И мы желаем спортсменам успехов и удачи. Я благодарю сплоченную команду специалистов национального спортивного телевидения Матч ТВ, которая обеспечивала эту трансляцию. Ну а с вами была комментатор телевизионной версии церемонии открытия Ольга Богословская. До встречи! We thank all the athletes and all the air
artist who gave us a show in honor of the opening ceremony. Актеры театральной студии «Клякса» и творческие коллективы Кузбасса. Мы также подарим аплодисменты воспитанницам хореографического отделения Центральной музыкальной школы Академии исполнительного искусства «Сибирский». Ну и, конечно, учащимся Кемеровского президентского кадетского училища. Воспитанники детско-юношеских спортивных школ Олимпийского резерва, город Ленинск-Кузнецка, город Кемерово. Благодарим воспитанников детско-юношеских спортивных школ Олимпийского резерва, город Кемерово. Аплодисменты нашим гостям, фигуристам Нахадуля, город Москва. Аплодисменты Ксении Афанасьевой. Конькобежцу Савелию Карину. Волейболистке Марии Калачевой. Фигуристке Анне Ефимовой. Сноубордисту Игорю Фещенко. Хоккеисту Даниилу Ступникову. Чемпион Александр Плющенко, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. А также вместе с нами сегодня серебряный призер 24-х зимних Олимпийских игр, а также бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы. Здесь сегодня с нами Александра Трусова. Возможно, будущий чемпион Александр Плющенко. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» станут значимым событием в жизни всех участников, спортсменов, тренеров, болельщиков. Мы желаем всем вам позитивных эмоций, больших успехов и ярких побед. Children of Asia, second Winter International Sports Games will be an important event in the lives of young athletes, their coaches, and of course fans. We wish you positive emotions, success and bright victories. Церемонию вели фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, актер Алексей Ягудин. Ну а также очаровательная, мега-профессиональная ведущая федерального телеканала «Россия-24» Наталья Литовко. Мы желаем вам больших успехов, друзья! Больших успехов и, конечно же, ярких впечатлений. С праздником спорта, Кузбасс! Будущих побед, удачи, здоровья, улыбок и позитивного настроения. Все только начинается. Спасибо!